Секс после 45 существует? Моя мама права, то, что наркотики это зло, но все равно я хочу попробовать и узнать, что это такое. Папу Хорошо. я могла побить сама. Я пыталась зарезаться. Ты знаешь, что Ребенку такое надо, презервативы? да, Ну, что такое презервативы. презервативы, да. Ну, естественно. Оля, мы жили не в то время, когда динозавры там бегали. Бро, смешно. Добрый день, меня зовут Лана, мне 48 лет, у меня 3 детей. Я пришла сюда с моей рыбкой золотой. Всем привет, я Оля, это моя мама, мне 17 лет, учусь в школе. Вы отвечаете на вопросы, которые придумали мы. Если мама не отвечает на вопрос, то она дает 250 рублей карманных денег. Если ребенок не отвечает, то забирает 250 рублей. Ну что ж, поехали! Ты же знаешь, как играть, да? Ну, я не такая старая, знаю. Раз, два, три. Раз, два, три. Я одену очки, я не очень вижу. Что тебе во мне не нравится? Это может быть, видимо, и внешность, и характер. Нет, ну, по внешности судить это странно, во-первых. Мгм. Ты моя мама, я тебя люблю. Немного слабоватый характером, особенно с братом моим. Так не Мгм. надо делать, ты мама. Ты должна быть такая, что надо? Тут не надо так делать. Разговаривала ли ты со своими родителями о сексе? Это было так давно. И тогда секса в Советском Союзе не было. Мы не разговаривали. Кстати, ты же недавно мне тоже сделала замечание, почему Да. мы тебя не научили. Она не разговаривала со мной об этом. Я все из интернета узнала. Вот в тему. Был ли у тебя секс? Нет, его не было, я тебе уже говорила. Нужно говорить с детьми о сексе, чтобы они понимали, что это такое. Чтобы не было случайных беременностей. Я всегда думала, что моя семья как раз придерживается. Ну да, ну как бы Мы даже ты собаку, должна мы была даже нам это собаку сказать всё стерилизовали. И кобеля, и сучку. И еще мне постоянно вы делаете замечание, что я вот так много детей родила. Но нужно об этом говорить прямо в начальных классах. Вот, это презерватив. Нужно было разговаривать с тобой, когда тебе 14 лет, да, было, наверное? Да. Ты Да, опоздала на 3 года. года. На 3 года. Ты до сих пор любишь папу? Прошло очень много времени. Скорее всего, остались такие какие-то родственные чувства. Он же нам, как, ну, он, я всегда говорю, это мой родственник, да? Ну да. Он отец моих 3 замечательных детей. Осталась любовь к тому человеку, не к сейчас. Теперь я могу об этом спокойно говорить. Было время, когда я не могла об этом говорить. Время лечит. Что будет, если ты не сдашь ЕГЭ? Что будет? Ну, я сдам на следующий год. Буду готовиться год. Ты знаешь мою реакцию, да? Я сначала пару, потом успокоюсь. Да. Жизнь еще впереди. Наверное. Представь, что я выхожу замуж за мусульманина и принимаю ислам. Ой, я даже не могу этого представить. Мне кажется, я буду против, естественно. Это чисто будет мое мнение. Я уважаю твое мнение, твой выбор. Мне придется просто смириться с ним. Ну, естественно, я буду стараться оградить тебя от всего того, что может произойти негативного. Я считаю, что роль женщины в мусульманской стране, она больше такая зажатая. Да. Нет свободы, а у меня ребенок свободный. И вообще я сама свободная женщина. Я хочу жить так, как я хочу жить, а не так, как мне велит Коран и как велит мужчина, господин. Это вообще ситуацию представить очень сложно. Не то, что я, типа, полюблю мужчину-мусульманина, это возможно, но то, что я приму ислам, это будет трудно поверить, потому что я атеист, верю в науку и так далее. Ну и как мама тоже сказала, там у женщин такая очень низкая позиция, а я как свободный человек не очень люблю такое. Ты уже видела, Оля, голого мужчину? В жизни нет, только в телефоне, в интернете там где-нибудь. Только в трусах, да? Да, только в трусах. Илюшу, наверное, я видела. Да. Маленького, когда он был маленький. Ну, еще там. Ну, еще там. Считаешь ли ты, что без семьи ты бы добилась большего в жизни? Я вообще женщина такая домашняя. Если бы у нас была семья, обычная мама, папа, я, да, я бы сидела дома, я бы не работала. Я люблю домашний уют, да, детей, там, цветочки. Цветочки. Я думаю, что я бы не достигла больших высот. А если бы у тебя семьи не было, что бы ты делала? А как это без семьи? Если бы ты не встретила папу и жила бы... Ну, встретила бы отшельник. другого человека, у меня были бы другие дети. Какая была твоя первая любовь? Да. Я помню. Первые отношения, я не думаю, что у меня там была любовь. Мне было просто интересно, что это такое. Потому что у моей подруги тогда был парень. А что это? Я тоже хочу парня. А вот любовь первая была. Она Прямо была... вот чувство, которое ты Да, испытала, да, чувство. что это любовь. Да, это была любовь, мам.
Я тебе говорила об этом, знаешь, потом, как я долго страдала. Это была моя одноклассница. Мы очень долго дружили. Потом как-то так сложилось, что мы начали встречаться. Я чувствовала реальную любовь. Если бы человек испытывал действительно любовь, он бы не был так открыт, а ты прямо пыталась всем рассказать про свою любовь. Ты ее несла. Её Мне прямо было вот- весело. Сколько мне Тебе было? бы дали флаг, и ты бы с флагом там вышла в магазин, кричала бы: вы знаете, я люблю. Да, я была ребенком, мне было весело, интересно сначала. Но потом, через какое-то время продолжительное, я поняла, что это было, правда, настоящее чувство. Потом что-то пошло не так, мы расстались. Мне было на самом деле плохо. Я страдала по этому человеку больше, чем по остальным. Мой прошлый любимый человек. Я через месяц на него забила. Типа, ладно, был и был. Что такого? А вот насчет первой любви, там, год или сколько там было, очень большое время прошло, когда я только нормально стала себя чувствовать. Бармен, вот, собираюсь с девушкой расстаться. А что такое? Да, вот сегодня пиццу заказал. Дверь открываю, а там она полуголая стоит. Еще и чаевые просит. Это вот что за любовь такая, за которую платить нужно? Да что вы знаете о любви? Я вам расскажу про свою любовь. Она у меня из Якутии. Она настоящая. Я ей говорю, что ты заморожена, а она молчит. От одного ее запаха я схожу с ума. Вот это любовь. Капец тебе повезло. Мне бы такую. Ну так лови! Бузы из настоящего якутского мяса, ручной лепки. Я думал, ты про девушку говоришь? Не, пацаны, я больше по бузам. Чё, вкусно? Ну так заказывайте. У них не только бузы есть, а также манты, вареники, китайские пельмени и много чего другого. А товар сертифицирован? Ну да, присоединяйся. Тапут миссия, вкус, в который ты влюбися. У тебя такой сложный вопрос. Давай. У тебя были ли попытки суицида? Да, были. Нынешние подростки, для них это не новость, что кто-то думал о суициде или пытался совершить. Я пыталась зарезаться. Ножом в кухне. Это было давно. У меня не получилось, даже порезов не было. Я на что-то тогда обиделась. Кто-то меня обидел, по-моему, Илья, мой брат. А в сознательной жизни, В когда ты была сознательной жизни взрослая? нет, но я думала об этом. Значит, в голове в твоей несколько дней сидела мысль, чтобы совершить суицид, да? Не знаю, это было не несколько дней, это было на протяжении большого времени. Мне казалось, что жизнь очень сложная. А Хотела дома у выжить. нас в семье как было? Это было все напряжно. Тоже Напряжненько напряжно, было, да. Я не обращала на тебя внимания, да? Да. Детям, подросткам бывает плохо, с какими-то ситуациями они не могут от них справиться, и иногда они совершают суицид. Ты обрадовалась, когда забеременела мной? Конечно. Ребенок, который был запланирован, вели здоровый образ жизни, пили витамины, сдавали анализы. И мы пришли в медцентр к гинекологу, потом нас отправили к иммунологу, и на нас смотрели вот такими глазами, типа вот, ну, здоровые люди, вы что, типа с ума сошли? Получив, что у нас все хорошо со здоровьем, она пожелала нам удачи, и мы сразу же зачали тебя. Ты хотела бы в своей жизни когда-нибудь попробовать наркотики? Да. Мы об этом разговаривали даже с моими подружками. Но мы хотим один раз попробовать, чтобы И понять, что? что это такое, чтобы не было соблазна. Вы хотите попробовать, что это такое, Да, и узнать. больше этого не желать, да? А вдруг произойдет то, что вот вы потом захотите еще раз, а потом еще раз. Возможно. Так, я тебя пристегну ремнем дома, и больше тебя никуда не выпущу, да? А вот ты хотела попробовать наркотики? Вот Никогда. не ври, не ври. Я никогда не хотела попробовать наркотики, Оля, потому что человек слаб, может пойти на поводу своих желаний потом и не сможет остановиться. Моя мама права, то, что наркотики это зло, но все равно я хочу попробовать и узнать, что это такое. Расскажи, вот как ты встретилась с папой и как ты его полюбила. Я встретила папу у нас на даче. Что он там делал? Не знаю.
Папа как раз только пришел с армии, такой красивый, сильный, с москвичом. Это было тоже как-то так, сейчас как он крузер, наверное. Ну, и все. Причем любовь не произошла так вот прямо сразу, слепо, да? Он окутал меня заботой, и я потом поняла, что я не хочу переступать через порог этой заботы. Все. В какой момент ты поняла, что любишь его? Когда он уехал на сессию на целый месяц, мы уже были женаты, и он уехал на целый месяц. И тогда, наверное, я поняла, что в его отсутствии я вообще никто и ничто. Я ничего не могу дышать, я не могу есть, я не могу существовать без него. Вот тогда я, наверное, поняла, что я его люблю. Потом мы пытались построить дом, потом появились 2 маленьких киндера. Вы, а потом Меня появилось... запланировали. А потом появилось то, что нас не стало. Все. Вот что ты сделаешь, если я сейчас забеременею? Ну что, а 17. что я сделаю? Вот что я сделаю? Ну я приму. Ну я бы не хотела, чтобы ты забеременела. Поэтому нужно говорить о презервативах, что нужно пользоваться презервативами во время секса. Может, Чтобы покупать не их было и болезней класть и тебе детей. в карман. Но не сейчас, нет. На самом деле. А может быть, я и обрадуюсь, потому что я очень давно хочу быть бабушкой. Мои подружки уже бабушки, а я до сих пор молодая девушка. Вот, чем дольше ты молодая девушка, тем лучше, понимаешь? Ну, это будет скоро уже не так, Не смешно. не смешно, да? А я хочу внуков. Мне кажется, у тебя не скоро будут внуки. А я сделаю аборт. Предохраняться тогда, Ну а вот. не Нет, делать аборт. если я забеременею. Не Если всегда. ты разумный человек, как я тебя всегда представляю, да, ты должна не допустить этого. Ну это был вопрос, это просто вопрос, если я забеременею. Вот теперь вот отвечаешь полностью честно. Давай, Хорошо. Давай. Кого ты любишь больше из детей? Вы Честно неоднократно ответь. у меня всегда, особенно Илья любит спрашивать, да? Да. Ну вот как же на камеру сказать, что я люблю Илюшу больше всех. Я люблю вас всех троих. Старшая у меня солнышко, ты рыбка и птенчик. Я не могу сказать, что я кого-то люблю. Я могу подойти Илюшу там целовать и сказать, я люблю тебя, солнышко. Подхожу также к тебе и говорю, я люблю тебя больше всего на свете. Да. Также я люблю Аню больше всех на свете. Блин, Хорошо, короче. ты ушла от ответа. Вообще. Как ты, Оля, видишь свою жизнь в 30 лет, уже попробовав, видимо, наркотики и аборты несколько раз, да? Кстати, это буквально через 13 лет, да? Точно, блин, это так быстро. Я уже старая. Но в 30 лет я хочу, чтобы хорошая работа, которую я люблю, зарплата хорошая, дом, чтобы меня окружали хорошие люди. Пока так, Замечательно. пока только такие Пока планы. меня это устраивает, да. Ты сталкивалась с домашним насилием? С домашним... Честно. Вот честно, нет. Папу Хорошо. я могла побить сама, как я тебе говорила, Это да? домашнее насилие, мама. С моей стороны, это не так, что я его тресну ему, сломаю ему ногу или руку, да? Мгм. Это вот просто так Ну да. истеричная женщина в припадке, чтобы с его стороны никогда в жизни. В моей семье, моей мама с папой тоже не было. Я и была единственным ребенком. Хотя я, конечно, в детстве я вас шлепала и в угол ставила. Ты нас Помнишь? шлепала? Шлепала, конечно. Не А как помню. ребенка маленького научить, что это нельзя? А я не помню. Скажешь раз, скажешь два, потом... И я думаю, что это нормально, потому что иначе ребенок не поймет. А постоянно ему разрешать все это неправильно. Чтобы прямо Ну, не бить до синяков. чтобы это следов вообще не было неприемлемо. каких-нибудь, Естественно, это там, неприемлемо. избиение детей, это не круто. А вот так вот шлепнуть по попе или там по рукам дать за пакости, это Ну да, вполне это нормально. Как щенят учишь такой, нельзя здесь какать. Опять вопрос. Ты хочешь, чтобы мы жили вместе с папой? Нет, я уже привыкла, как мы живем так. По сути, он нас часто навещает, так что нормально. В детстве я когда-то хотела, чтобы... Вот когда они только расстались, хотела, чтобы он с нами жил. Но потом я уже привыкла жить только с мамой. Ладно, я не хочу дальше развивать этот вопрос. Ладно, не будем. Давай. Вот если я буду child-free, как ты Я отреагируешь? уже спокойно к этому отношусь. Илюша у нас писал про перенаселение, да, планеты, и причем он несколько раз мне говорил, что я вот такая сикая умудрилась родить целых 3 детей. Нужно было на мне остановиться, понимаешь? Я же сам намекаю, типа, зачем ты меня родила? Нет, а вот если бы мы не расстались с папой, я вообще бы, наверное, родила бы еще 4, 5, 6. Нет, конечно, нет. знаешь, что такое Ребенку надо презервативы? дать.
Ну, что такое Презервативы? презервативы, Ну, да. естественно. Оля, мы жили не в то время, когда динозавры там бегали. Почему Вообще. тогда вы ими не пользовались? Денег не нас- было на них? Оля, у нас родилась Аня через 2 года после марша Мендельсона. Понимаю. Какой алкоголь тебе больше всего нравится? Мы недавно с мамой говорили на тему алкоголя. Мгм. То, что я иногда, бывает, выпиваю. Пробовать и Ну да, выпиваю, выпивать. это не то это слово. да, Это не то слово. выпивать и быть в состоянии алкогольного опьянения – это совершенно разные вещи. Часто пробовала. На самом деле алкоголь на вкус не очень. Ну, по сути, его пьют не ради вкуса. Как-то мне это стало не очень хорошо на душе. Нет, ну ты так сказала. Я тебя прямо- предупреждала Вот об нет, этом. ты так сказала, что очень часто. Нет, не очень часто, а бывает. Вино. Потому что оно сладкое, да? Да, бывает сладкое, бывает не очень. Мне больше нравится сладкое. Не бей меня потом. Нет. Вот сегодня я буду у Домашнее нас сегодня насилие. будет домашнее насилие дома после вашей. Во-первых, нужно пить в нормальной компании, где ты доверяешь людям. Подробно поговорим о компании. Нет, я не буду тебе говорить, кто там был. Хорошо, быстро задавай другой вопрос. Давай, хорошо. Смогла бы ли ты полюбить другого мужчину? Наверное, я бы смогла, смогу, когда я останусь одна. Мгм. Наверное, когда у меня будет потребность, что о ком-то заботиться, да? Хотела бы ты такую жизнь, как у меня? Честно? Нет. Не Ну, хотела бы такую жизнь, потому что, мне кажется, она так немного скучная. пресная, да? Да, то, что ты привязана почти к одному месту. Ну, я не ожидала другого ответа, Да. по идее, я знаю. Я Я хочу... знаю твое мнение на это. Нет, ты меня нисколько не обидела, Оля. Хорошо, хорошо. Я сама понимаю это. И я бы тоже не хотела тебе такую жизнь, как у меня. Хотела более бы насыщенную, более Мгм. плодотворную. У меня жизнь скучная, но она мне нравится. Главное, что тебе Да. нравится, комфортно. Вот, Мгм. все. Единственное, я все жду, когда уже вы станете самостоятельными. И уйдем. И мне будет интересно жить вот уже самой. Так давайте быстрее, пока я не составила. Хорошо, хорошо. Кого из детей было сложнее всего воспитывать? Конечно, Аню. Это первый ребенок. Мы ничего не знали с папой. Мы были молодые. Мы читали этого дурацкого Спока. Мне хотелось быть впереди идеального ребенка, впереди планеты всей. Она у меня в 2 года могла очень многое. Алфавит. Мы все это знали, умели, читали, писали. Я сейчас виню себя в том, что я вот пыталась сделать идеального ребенка. И знаю, что, как я даже иногда ей говорю, первый блин комом, да? Неправильно. Над тобой издевались или издеваются в школе? Ну, прямо такого жесткого буллинга надо мной никогда не было. В начальной школе, в средней, то, что вот у меня лицо тарелка или большое лицо, не знаю. У меня лицо Почему? как у мамы, и мне это нравится. Как ты отреагируешь, если я стану лесбиянкой? Мы это уже проходили. Ты знаешь мое мнение. Да, Я ей не против. нравится, но она не будет меня останавливать в этом. Конечно, как я могу тебя остановить? Привязать к стулу? Отдать на лечение, это же так круто. Как ты отнесешься к тому, что я полюблю другого мужчину? Я нормально к этому отнесусь, Да. потому что, по-моему, ты нас уже готовишь к Да. этому. Нет, кстати, Постепенно так готовишь. Нет, как-то один раз я сидела, смотрела какую-то передачу, где там вот возрастные люди находили себе вторую половинку, да, и Мгм. я так заинтересованно смотрела, комментировала это все так живо. Уловила у детей, что они хотят, чтобы я к вам не приставала. Ну, я, конечно, уже по-своему интерпретировала все. И я сказала: ах, вы такие, я вам надоела, вы хотите меня выдать замуж, и чтобы я к вам не приставала со своей Мы просто опекой. хотим, чтобы ты была счастлива. Когда ты последний раз плакала и из-за чего? Ой, я вообще плаксивая. Я вот услышала какую-то музыку такую грустную, и на меня могут нахлынуть воспоминания о моей жизни, да? И сразу навернутся слезы. Я иду в туалет, могу там поплакать. Как печально. Это случилось из-за бабушки. Вы как-то не очень обходительно с ней относитесь. Потому что наша бабушка, она очень любит указывать, говорить что-то и вставлять обязательно свою точку зрения, где Да, она вообще... Она типа, имеет право. Да, но... Ей 70 лет.
Я же ставлю себя на ее место. Это же не за горами. Мне сейчас 50 лет практически, да? Это произойдет через 20 лет. И мне также будут указывать внуки. И мне стало обидно. Что ты чувствуешь, когда видишь папу пьяным? Отвращение какое-то. Нахлынуло сразу какие-то воспоминания. Ну, по сути, я уже давно не видела его пьяным. Ну, он старается, он к нам никогда пьяный не Мгм. приходит. Никогда не допустит такого. Он, кстати, разумный человек. Ну да. Секс после 45 существует? Конечно, существует. Это так смешно, да? Ну, то есть, нет, это моя мама, и я даже как-то не думала. Немного логично, что чтобы появилась я и мои брат и сестра, у вас с папой был секс. Но это так странно. Почему так? Почему тебе кажется, что я что, ореол святости у меня, да? Ну да. Снимите Я этот не могу нимб. представить. Это как-то странно. Считаешь ли ты, что я навязываю тебе свое мнение? Да. Ты, бабушка, всегда навязываешь свое мнение, брат тоже навязывает свое мнение. Видишь, это гены. Родня. Ну, по сути, ты так более рационально к этому подходишь, понимаешь то, что я все-таки другая личность. Поэтому у нас нет таких стычек насчет этого, потому что мы с ней, по сути, очень разные. И в то же время мы схожи с Да, тобой. мы очень похожи, но очень разные. Вот так вот. Ты уйдешь отсюда, как пришла, с пустыми. Печально. Ты боишься старости? Не знаю. Мне кажется, она еще очень не близ, не скоро. Ну, я так думаю. Чем определяется старость? Это когда Старость? у тебя внуки, и ты на даче Нет. живешь в деревне? А что Старость, такое? я Или думаю, что это немощность. Когда когда уже стар нет... душой? Да, стар душой, когда у тебя нет интереса в жизни, когда тебе скучно, когда тебе все надоело, когда Мгм. тебя ничто не А наших радует. бабушек ты считаешь старыми? Нет. Нет? Бабушку Альбину ты разве не считаешь старой? Всегда озабочена своей внешностью, нарядами, как она выглядит, ее подружки, ее коллектив. Когда мне было 20, маме моей было всего 40 лет, да? Мгм. И мне казалось, жизнь у нее уже закончена. Зачем ей нужны новые сапоги, когда она уже старая? А теперь я понимаю свою глупость, естественно, и понимаю, что жизнь-то, она не останавливается. Человек думает, планирует свое будущее, как наша бабушка, она же планирует свое. Да. Это значит, она не стара душой. Мне кажется, я буду крутой бабкой. Мне почему-то так кажется. Ну, Мгм. Кстати, даже наше поколение уже не умеет стряпать пирожки. Это хороший вопрос. Еще один ребенок или $1 миллион? $1 миллион однозначно. Хороший ответ, очень хороший. Развод или всю жизнь терпеть? Развод. Клон или дикий ангел? Дикий ангел, я вообще не помню. Ну ладно, клон пусть будет. Я не понял, это А что ты такое? вообще не знаешь. Ладно. Хай-фай или ласковый май? Ласковый май, конечно. Это же моя молодость. Да, хороший ответ. Ты считаешь себя счастливой? Как ни странно, Оля, я себя считаю счастливой. Ну все, это очень хорошо. Обмануть и стать богатой или честной, но бедной? Честный, но бедный. Мне кажется, так лучше будет. Потому что я когда обманываю, бывает скрежет души что-то такое неприятно. Я тоже так же думаю. Тупой красавчик или умный фрик? Умный фрик. Конечно. Умный фрик. Ум — это очень хорошо. Это просто мне очень нравятся умные люди. И мне нравятся фрики. Тупой и красивый — это жить потом всю оставшуюся жизнь с тупым человеком. Это же так не очень. Можно развестись. А зачем? Типа, можно и не начинать. Холостяк или пацанки? Ни то, ни другое. Холостяк — это очень странно. Один мужчина выбирает среди миллион женщин. Там розу даришь девушке. Так типа, ты смотрела? Ты смотрела? Нет, я просто знаю, что есть такое. У меня А, подруги правильно. смотрели. Так, что за дичь? Да, Так следующий это вопрос. я не прочитаю по-английски. Это группа какая-то. Галивард Депо или Скриптонит? Я правильно прочитала первого, да? Я его даже не знаю, может, не слушала. Ну так, Скриптонит. Выбираю Скриптонит. Что ты скажешь, если встретишь Андера? Андера из элиты. Там- Не смотрела элиту. Вот так вот. Вы ответили на все вопросы. Все, счастливо. Пока.